Всем привет из Комы. Ух, какое утро сегодня, ребят. Такое солнечное. Сейчас пока ветра нету, вообще штиль. Я остановился возле нашего столика. Сегодня 19 марта. Выехал на первую избу. Сейчас скоро уже доедем до первой избы. С ночевкой, наверное. Может и не будем ночевать. Пока не могу сказать. Туланчик со мной взял тоже. Он сидел на багажнике. Ехал, знаете, вот по летней дороге. Старая летняя дорога, где вот когда сено еще заготавливали, там машины ездили. И оказывается, там бураницы, половина пути бураница была, следующая половина целина. Немножко побуксовал даже. Но нормально. Сейчас вот испытываю, как бы шкив поменял, охлаждение. И на буране все поменялось. Поменялось это верхняя часть двигателя, вообще он холодный, не греется. Нижняя часть он горячий, да. Но, знаете, еще немножко даже минус в этом у меня. Потому что раньше, когда родной шкив там стоял, охлаждал двигатель, и тепло от двигателя шло, как сказать, тепло отсюда шло. И здесь, вот когда ты едешь, ты немножко наклоняешься, и лицо не мерзнет, тепло, лицу тепло. А сейчас вот этим охлаждением, даже там все прохладно. Одним словом, для меня чуть-чуть минус. Холоднее стало, но для двигателя, конечно же, намного лучше охлаждение. Там. Не надо думать, что нагреется двигатель, там еще что-то случится. О, дятлы. Такой, ну вот сейчас послушайте природу. Тишина. Дятлы только. И все. Туланчик бегает. Обратно, конечно же, по магистральной поеду, где вот всю зиму катались на буранах. Там вообще сейчас хоть на машине проезжай, там ледник. Это знаете, вот до июня, наверное, эта бураница продержится. Такая фигня. Испытывая новые сани, первый раз на этих санях. Вот. Ну не знаю, но она все-таки снег не держит пешком. Проваливаешься. У меня в планах, знаете, вот, как сказать, придется отложить все это дело. Для беседки я хотел еще где-нибудь найти там валежники, сухостои, вот эти, сушину. И для этого надо наст, чтобы искать. Ходить искать. Тоже вот на буране там заеду я в целину, буран какой-то слой вот выдерживает, но все равно все время норовит провалиться. И когда ты груженный, наверное, может порыбачить, чисто порыбачим сегодня. Не знаю, что-то не очень хочется мне такими бревнами сегодня заниматься. Толку вот этого не вижу, очень много придется ходить искать. Но подождем еще, наверное, не будем спешить. Подождем, когда образуется нормальный наст для работы. Вот хотя бы там пару бревен надо сухостоя, вот сушины. Каркас сделать для беседки. Вот поленницу хочу сделать. Беседку с поленницей вместе. Я уже не раз говорил об этом. Ладно, сейчас поедем дальше. Сейчас не надо думать, что вот нагреется там двигатель. Как я менял шкив, как я ломал бураны. Показывал на втором канале Будни Олега. Сейчас вот новый ремень. Да, нормально. Затяжка нормальная. Немножко растянется еще. Вот. Конечно, охлаждение сейчас очень поменялось. Верхняя часть вообще там холодная. Вот. Так что приятного вам просмотра, ребят. Посмотрим. Что-то поймаем. Нет, вон туланчик уже где.
Туда! Лок! Лок Каям! Лок, это иди ко мне. Лок, Татча, иди ко мне. Лок! Мылясит челечин. Не может без реки. Не может. Просто не может. Ему нравится вот искать эти выдры, там, бобры. Ему очень интересно. Мех. Лок! Лок, Каяму нам! Пошли! Лок, где нам? Лок, где? Лок! Здесь не знаю, не сможешь подняться. Не, сейчас не поднимется. Осенью я еще здесь запрыгнул. Сейчас бесполезно. Лок где? Уже тонет. Не может. Ладно, догонит. Где спустился, там он поднимется. Лок! Мунам! Лок! Лок где? Еле не может. Тонет. Вообще снег не держит, смотри. Лок! Здесь надо попробовать порыбачить тоже. Лок! Ладно. Сперва съездим до избы, а там посмотрим. Лок, Коля,